Эфир абхазского телевидения продолжает русская служба новостей. Здравствуйте. В студии Алиса Шамба, и в начале выпуска коротко о главных темах дня. Важные поправки. Избранный уполномоченный по правам человека и председатель контрольной палаты. Внесены изменения в законы об НДС и об энергетике Абхазии. Программа в действии. Специалисты Минсельхоза посетили Галский район и посмотрели, как реализуются проекты целевой ведомственной программы за прошлый год. Универсальный справочник. Вышла в свет первая иллюстрированная краткая энциклопедия об Абхазии. Президент Абхазии Аслан Бжаня встретился с министром финансов Российской Федерации Антоном Силуановым. Обсуждались вопросы межгосударственного сотрудничества в сфере экономики и финансов. Аслан Бжаня находится в Москве с рабочим визитом. В российской столице президент проведет встречи в администрации президента России, правительстве и Совете Безопасности. Председателем контрольной палаты избран Каха Пиртая, а новым уполномоченным по правам человека стала Анна Скишмария. На очередном заседании сессии парламента было рассмотрено более 20 вопросов повестки дня. Парламент внес изменения в закон об НДС и таможенный кодекс, а также в закон о туристской деятельности в Республике Абхазия. Приняты поправки к закону об энергетике. Теперь договоры по передаче в аренду энергообъектов, находящихся на балансе государства, будет согласовывать и утверждать Народное собрание. Все подробности в материале Эсмы Голландзе. В начале заседания парламентарии внесли изменения в закон об НДС. Согласно поправкам, Кабмин будет утверждать перечень медицинских товаров, реализация которых освобождается от налогообложения. Мы передаем эти полномочия Кабинету министров, чтобы они разграничили, что входит в перечень, жизненно необходимых, что не входит, какие технические средства там могут классифицироваться как для профилактики инвалидности или реабилитации, какие нет, очков, потому что у них больше для этого возможностей. Одно из основных касается, отсрочки таможенных платежей. Сегодня она составляет 1-2%, по этому проекту она будет, беспроцентной, предоставляться на 3 месяца будет. Парламент также внес поправки в закон о рекламе. Они касаются дополнительных требований к размещению наружной рекламы, установке и эксплуатации рекламных конструкций. Важным пунктом закона стал запрет рекламы табачной и никотиносодержащей продукции, курительных принадлежностей, а также рекламы торговых марок, производящих эти товары. Главным вопросом заседания стало избрание уполномоченного по правам человека. Первоначально на должность было представлено 3 кандидатуры – Гунды Джения, Диана Керселян и Анна Скишмария. Джения сняла свою кандидатуру еще до заседания. В итоге путем тайного голосования была избрана Анна Скишмария. За нее проголосовали 32 депутата. От себя хочу добавить, что я человек, способный идти на компромиссы во благо развития нашего общества и государства. Единственный компромисс, на который я буду не способна идти, это компромисс со своей совестью и законностью. Большое вам спасибо. Надеюсь оправдать возложенные сегодня ваши ожидания. На заседании был также избран председатель контрольной палаты. Из 2 кандидатур Кахи Пиртая и Камы Гогия большее количество голосов набрал Пиртая. За него проголосовали 18 депутатов из 34. Благодарю вас за все. Это высокое доверие. За столь высокое доверие мне. Будем работать во взаимодействии со всеми структурами власти, и результаты нами будут достигнуты. У меня нет другого морального права, чтобы это было не так. Путем открытого голосования Роберт Агрба был единогласно утвержден членом Национального банковского совета. Депутаты также внесли изменения в закон о правовом положении иностранных граждан в Республике Абхазия и поправки в закон о туристской деятельности. Теперь гидом в Абхазии может стать совершеннолетний гражданин, имеющий дополнительное профессиональное образование соответствующего профиля, среднее профессиональное или высшее профессиональное в области туризма. Кроме того, парламент внес изменения в закон о судебных исполнителях. Законопроект он направлен на нормативное регламентирование права использования служебными исполнителями при исполнении исполнительских действий, применение мер принудительного исполнения с помощью специальных устройств фото-видеофиксации в целях восстановления нарушенных прав граждан, организаций. Все это способствует достижению фундаментального, общепризнанного принципа законности.
В первом чтении был принят законопроект об ответственном обращении с животными. Он предусматривает государственное регулирование и общественный контроль в данной области, защиту животных от жестокого обращения, требования к их содержанию в домашних условиях, запрет на отстрел бродячих животных, запрет на проведение фотосессий с дикими экзотическими животными и многое другое. Огромное количество обращений и жалоб по поводу того, что собаки, в том числе и на набережной, то есть здесь мнения уравновешивают друг друга. На набережной кусают людей, боятся детей отдельно. Я надеюсь и рассчитываю на то, что этот закон поможет нам и в этом процессе тоже. Да? То есть нужно механизм сбалансированный какой-то выработать. Конечно же, мне нравится, что здесь написано все, что касается выгула животных, в том числе и домашнего скота. Здесь есть заключение Минфина о нагрузке на государственный бюджет. Я так понимаю, что и уполномоченный орган не определяется. Ну, в этом смысле предлагаю в первом чтении принять, потому что все это нужно внимательно обсудить. В категории «разное» депутаты рассмотрели внесение изменений в закон об электроэнергетике. Одна из редакций гласит: единый оператор является унитарным предприятием. Имущество единого предприятия является государственной собственностью и не подлежит приватизации. Изменения такие, которые не подлежат приватизации, чтобы проходит большая генерация объекты свыше 5 мегаватт, чтобы они даже аренду, которую в аренду берут, чтобы они проходили через парламент. То есть, как Тимур до этого говорил, что государственное имущество через больше фильтр проходило. Вы не обсуждали данный комитет при мне, и без меня, и до меня. Достаточно здесь много коллизий составляющих, да, которые повторяются друг друга. Если депутаты, которые так инициативу проявили, хотят проявить себя в законотворчестве, то в самом законе об энергетике есть много коллизий. И он достаточно несовершенен. Давайте туда углубимся и все поправки, которые хотите внести, полезные внесем. Несмотря на разделившиеся мнения, поправки в закон были внесены во втором и окончательном чтении. Исмагуланзе, Алексей Гухава, Абхазское телевидение. Министерство обороны проводит командно-штабное мобилизационное учение с резервными формированиями военного времени. Это очередной этап широкомасштабных учений, которые охватывают органы военного управления вооруженных сил, соединения и части резерва формирования территориальной обороны, комплектующие военные комиссариаты. Цель учений – боевое слаживание органов военного управления, повышение уровня полевой выучки личного состава, организация поставки личного состава и техники из запаса для выполнения задач по боевому предназначению. Достигнуто полное взаимопонимание в решении мобилизационных вопросов с главами городов и районов. Отмечается высокий уровень готовности комплектующих военных комиссариатов к проведению мобилизационных мероприятий, отметил руководитель учений генерал-майор Лизбер Пасхураглы. Цех по переработке ореха фундука, животноводческая ферма и мандариновые плантации. Все это объекты сельчан, выигравших тендер на реализацию сельхозпроектов. Представители Министерства сельского хозяйства посетили Галский район, чтобы посмотреть, как реализуются проекты целевой ведомственной программы развития сельского хозяйства за прошлый год. Вместе со специалистами на инспекцию выехала и наша съемочная группа. Репортаж Алеки Трапш. Первый объект, который посетила инспекция, цех по переработке ореха фундука. Производство было запущено в прошлом году. При поддержке Министерства сельского хозяйства индивидуальному предпринимателю Раулю Григорян была оказана финансовая помощь в размере 3 миллионов рублей для приобретения специального оборудования. Здесь, если вы видите, у него крутящий механизм, и он, значит, под соответствующий калибр, его функции поломать орех и отделить шелуху, скорлупу так называемую, от самого ядра ореха. Мы калибруем его и под каждый калибр настраиваем вот эту мельницу, и, соответственно, он ломает, не цепляя ядро, не принося порчу. Уже дальнейшее по вибрационной схеме попадает, значит, очищенный орех. У нас уже вручную сидят люди, в основном это женский труд, так как он кропотлив. У нас есть столы, это линии называются, где мы уже отделяем гнилой орех от нормального ореха. В сутки цех может переработать до 32 тонн ореха. В прошлом году за сезон удалось переработать около 50 тонн продукции. Для реализации орех-фундук вывозят в Россию. На производстве предусмотрены 32 рабочих места. Орех для переработки скупают у сельчан, но в планах у руководства цеха расшириться и самим заложить ореховые плантации.
На сегодняшний день мы уже готовим закладки земельных угодий под развитие будущих плантаций. Но у нас будут совершенно другие технологии. Мы хотим вырастить орех из дички, калировать его, последующие там сорта трапезун, королевский. И очень важно, когда орех сам он круглый, потому что для переработки ореха нужен круглый орех. Если он плоский, то он не может его, вот станки не могут брать. Более того, у нас есть кое-какие планы, что мы будем запускать его круглосуточно. Все зависит от внешних договоров. Как у нас будет покупатель, его востребованность, а люди говорят о больших объемах, о больших количествах. Мы готовы это переработать, лишь бы у нас были полноценные договора. Кстати, мы будем работать по перечислению, все наши действия будут отображаться. Это будут и поступления в налоговую сферу, и создание рабочих мест, и очень важно вот такие программы запускать. И спасибо огромное руководству, сельскому хозяйству, что идут на такие вещи. В селе Жашиквара Сергей Библая и Малхаз Гваджава занялись животноводством. При поддержке Минсельхоза им закупили крупнорогатый скот в количестве 19 голов на сумму 1 миллион 200 тысяч рублей. Сельчане своими силами построили ферму. Здоровье привезли, конечно, все коровы 4 отелили. Вроде бы все нормально пока. Есть загороженное место, гектаров 15. Туда пускаем днем, ночью сюда приводим, комбинку привозят, кукурузу привозят, все есть. В селе Махунджия также реализован проект по закладке мандариновой плантации. Для ИП Чхетя было приобретено 3300 корней саженцев мандаринов на сумму 1 миллион рублей. Итоги инспекционной поездки подвел начальник агроотдела Минсельхоза Эдуард Барганджи. На мой взгляд, и на самом деле эти проекты были осуществлены и доведены до конца. Саженцы все высажены, агрегаты по переработке были проведены, и в прошлом году был, там проведен прием ореха фундука с населения. И работало хорошо. Они ждут в дальнейшем, чтобы и больше будут усиливать работу по этому направлению. Оказывается помощь государством, и хотят, очень многие поддали проекты на программу, но в связи с тем, что проектов было много, а сумма выделена была меньше, поэтому не все проекты в этом году прошли. Но эти проекты, они не останутся без внимания, они перенесут их на будущий год, и эти проекты тоже будут удовлетворены этим людям. В 2023 году по Галскому району одобрено 8 проектов на сумму 3,5 миллиона рублей. Все они будут реализованы до конца года. Алика Трапш, Алексей Баструков, Абхазское телевидение. Китайский препарат для восстановления поврежденной на Лохнаште липы привезли в Абхазию. Экологи совместно с китайцами, которые проживают в Абхазии, уже приступили к обработке дерева. После этого в места распила будут вводить специальный витаминный раствор, разработанный Пекинским институтом сельского хозяйства. Доставили лекарства из Пекина на самолете до Москвы и поездом в Абхазию. Между тем, на поврежденной липе появились зеленые листья. По мнению экологов, это говорит о том, что дерево еще не погибло. Продолжаем выпуск. Очередное заседание суда по делу о тройном убийстве на набережной Махаджиров прошло в здании СКБ. Были заслушаны показания медицинского эксперта Геннадия Бобова. Из зала суда репортаж Сарии Кварацхели. На предыдущем заседании сторона защиты выступила с ходатайством, согласно которому при проведении следственного действия в отношении подсудимого Абганба было допущено нарушение, в связи с чем для дачи показания были приглашены эксперты Геннадий Бобуа, Маврик Чагава и Аслан Берзене. В период вынесения заключения эксперта в отношении свидетельствуемого Абганба Бобуа возглавлял комиссию. По его словам, следственными органами было поставлено 7 вопросов, на которые экспертная группа постаралась ответить. Вот некоторые из них. Какие телесные повреждения имеют на теле Бганба? Какова их давность? Имелись ли они 22 ноября 2019 года? Если да, то огнестрельного ли они характера? Их количество, калибр оружия, из которого был произведен выстрел, расстояние между стрелявшим и Бганба и так далее. Когда была назначена экспертиза, то освидетельствованный находился в Абудзерской больнице в связи с свежими ранениями. Вот. И мы поехали туда. Я поехал туда, смотрел, и там были еще заведующие отделением, там главврачи, много, но сейчас я всех фамилий
запомнил, кто там был. Мы посмотрели, освидетельствовали. Я его вместе с хирургом, и потом мы пришли к мнению, что необходимо провести дополнительные методы исследования, то есть компьютерную томографию. По результатам осмотра Бганба на правом бедре было обнаружено одно травматическое ранение, характерное для огнестрельного, отметил медэксперт. Давностью ранения обозначаются сроки не менее 6 месяцев и не более 1,5 лет. После компьютерной томографии результат был, что имеются следы, характерные для огнестрельного ранения. Ну, слепое ранение и глубина где-то была примерно 3–3,5 сантиметра. Не характерно для дробового. Для осколочного тоже она не характерна, учитывая форму. Но если уже осколок был такой, как шарик круглый, тогда я не могу так, ни один эксперт вам не определит. Оно характерно для огнестрельного пулевого ранения. Рана неглубокая была, и были затронуты только мышцы, и народных предметов обнаруженных в раневом канале нет. На правом бедре было обнаружено 9 рубцов, 8 из которых не имело смысла исследовать во избежание облучения, и они не были характерны для огнестрельного ранения, отметил Бобо. Исследования проводились 14 мая 2020 года. Бганба был в сознании, однако в контакт особо не вступал, рассказывает Бобо. У него же были и свежие ранения. Вот. И он практически ничего не рассказал, а когда мы спросили, откуда эти пятна по всему там на ноге, он говорит, это я долгое время кололся, и поэтому такие пятна. И все так. Ну, он не сказал, что эти язвы, просто он сказал, это я кололся, и поэтому вот это осталось от этого. Это следы укола? Ну, я конкретно там не выяснял, не выпытывал, как говорится, у него, но он больше ничего не сказал. А почему не сняли, допустим, когда остальных 9 ранений, когда он сказал, это от укола метадона? Человек заявил вам об этом. Ну, а мы не знаем. А может, все остальные тоже? 33,5 миллиметров и 5,8 миллиметров по круглой форме. Ну, какие проблемы? Давайте еще раз сделаем компьютеры остальных, и там покажут. Там у него и на левой нижней конечности есть такие. Может, у нас появится. Это такие же эти следы стрельного ранения. Остальных 9 повреждений, имеющих на ноге. Да, конечно. Чем они были схожи или чем они отличались друг от друга? Они отличались. Те другие рубцы, которые были, они были мягкие на ощупь, не спаяны с окружающей тканью. А тот, который характерен для огнестрельного ранения, тот был спаян с окружающей тканью, был глубокий, чем все остальные, и еще были спайки, которые подтвердил компьютер, туда в глубине, куда мы не могли там прощупать, пройти и так далее. Разве компьютер остальные ранения снимал? Вокруг лежащие ранения он осматривал. Какие они? Вокруг лежащих там нет ранений. Адвокат Автандил Чкадо утверждает, что вокруг ранения других ран нет и не было. Он ходатайствовал о возвращении Бганба, чтобы у сторон и эксперта была возможность лично осмотреть его ногу в отдельной комнате. Совещаясь на месте, суд ходатайство отклонил. По данному делу судебно-медицинская экспертиза была проведена. Экспертами дано соответствующее экспертное заключение. При недостаточной ясности или неполноте заключения эксперта, а также при возникновении новых вопросов в отношении ранее исследованных обстоятельств, может быть поставлен вопрос о назначении дополнительной или повторной экспертизы. На данном этапе судебного следствия необходимости проведения свидетельствования, проведения дополнительного или повторной экспертизы в отношении подсудимого Бганба Беслана Тутовича суд не усматривает. Эксперт добавил, что при осмотре Бганба ему не было представлено никаких вещественных доказательств, оружия или пули, так как при работе судмедэксперта это исследовать не нужно. Я ничего не добавил, ничего не прибавил. То, что только мы говорим, только что его освидетельствовали. Ни вещи, в которых он тогда был, ни саму там пулю, если мы сейчас говорим о какой-то пуле, там, ничего представлено не было, потому что их не было, наверное.
как вещественных доказательств. По словам Боба, у Бганбы были обнаружены повреждения в предплечье и свежие раны на левой ноге, которые мужчина не позволил осмотреть. Левая нога была вся забинтована, перебинтована, и была там металлическая конструкция на это. И поэтому у вас не было возможности его обследовать? Нет, я хотел обследовать, но он стал там сопротивляться, не надо ничего, никакую экспертизу я не хочу, и все, и напряженность была, я не хотел лишнее раздражать его. Бобуа уточнил, что в заключении не давал ответа на вопрос о дистанции выстрела, так как это входит в компетенцию трассолога, если только выстрел не произведен из близкого расстояния. А трассолог не входит в медицинскую экспертизу, поэтому он привлечен не был. Адвокатом Чкадуа было заявлено еще одно ходатайство. По его словам, повреждение, о котором рассказывает Бобуа, было у Бганбы еще в 2018 году, о чем свидетельствуют фотографии. Была проведена экспертиза, которая установила, что снимки, на которых видна рана, не были подвергнуты изменениям и монтажу, отметил Чкадуа. Была назначена экспертиза, получен ответ. Данная экспертиза легализована Министерством иностранных дел Республики Абхазия. Суд и сторона гособвинения ознакомились с материалом. Исходя, опять же, из этих фотоснимков, которые были сделаны в неопределенное время, имелось какое-либо повреждение, значит, на бедре правой ноги. Кстати, здесь о левой или правой вообще ничего не сказано, но тем не менее. Вот. И говорить о том, что потемнение кожного покрова может образоваться от какого-то там, я не знаю, воздействия травматического характера или там метадоновой язвы, тут не представляется возможным. То есть вот это заключение, на мой взгляд, оно ничего не означающее, оно просто характеризует какой-то снимок, который взят из фотоальбома, личного фотоальбома подсудимого Бганба. И он никак не может по нему проводиться аналогия с тем серьезным ранением, которое представлено и рассматривается в рамках данного уголовного дела. Поэтому я против даже приобщения этого заключения к материалам судебного следствия. Несмотря на несогласие стороны гособвинения, по решению суда материал был приобщен к делу. Следующее заседание состоится 25 апреля. Сария Кварцхеля, Заур Кварча, Абхазское телевидение. ГАИ проводит усиленные рейды в рамках мероприятия «Безопасный город», а сотрудниками уголовного розыска УВД по Гудаутскому району раскрыто преступление имущественного характера. Подробности в материалах пресс-службы МВД. Министра внутренних дел Вальтера Будба сотрудники милиции проводят усиленные рейдовые мероприятия с целью выявления правонарушений на дорогах страны. Профмероприятие «Безопасный город», прошедшее в столице 18 апреля, началось с развода личного состава, определения мест дислокации, постановки задач. За ходом построения следил заместитель министра Беслан Чкадуа, возглавляющий рейдовые мероприятия. Полковник Чкадуа акцентировал внимание сотрудников на выявлении водителей, управляющих автомобильными средствами в состоянии алкогольного и наркотического опьянения ввиду особой социальной опасности данного административного правонарушения. Безопасный город проходил с привлечением личных составов нескольких районов. Мы проводим рейдовые мероприятия. Безопасный город – это столица нашего государства, город Сукур. Основное, акцентируем мы в основном, это нарушение правил дорожного движения, которое приводит к дорожно-транспортным происшествиям. Это несоблюдение правил дорожного движения. После патрулирования экипажи милиции дислоцируются по заранее определенным планам профмероприятий точкам. Помимо наиболее частых нарушений правил дорожного движения, таких как управление автотранспортным средством в нетрезвом состоянии, нарушение скоростного режима, проезд на запрещающий сигнал светофора и пересечение сплошной линии, актуальным остается незаконное тонирование лобовых стекол. На данное правонарушение сотрудникам поручено обратить особое внимание.
Наряду с сотрудниками госавтоинспекции на рейдах несут службу личный состав оперативных подразделений и СОБРа. Эта мера необходима, так как в ходе рейдов сотрудники милиции сталкиваются с разными нарушителями, в том числе оказывающими злостное неподчинение представителям закона и представляющими общественную угрозу. За прошедшее 18 апреля профмероприятие выявлено 4 водителя, управлявших автомобилями в нетрезвом состоянии. По итогам рейдового мероприятия, которое было проведено в городе Сухум, безопасный город, всеми сотрудниками, которые участвовали в этом мероприятии, было выявлено 61 нарушение. Из них 4 это водители в нетрезвом состоянии и 57 снятые тонировки, в основном акцентировали на это на лобовое стекло без разрешения, которое в принципе у нас не разрешается. Помимо законодательства и правила дорожного движения, оно написано, что лобовое стекло не должно быть затонировано. Я бы хотел акцентировать на то, что те водители в будущем, на кого будет составлено административный протокол именно за нарушение тонированного стекла лобового стекла, по законодательству, когда человек попадается уже во второй раз, мы можем его оштрафовать, помимо штрафа мы можем его лишить на 6 месяцев. Рейдовые мероприятия по поручению руководства МВД продолжатся далее. Подобные меры, напоминают правоохранители, направлены на минимизацию нарушений ПДД и обеспечение максимально безопасных условий для всех участников дорожного движения. Задержан подозреваемый в совершении открытого хищения чужого имущества Парази Саид Джамалович, 1991 года рождения. Также в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска Гудаутского РОВД в селе Хипста обнаружено изъято похищенное имущество. Автомобиль марки Део Нексия, принадлежащий заявителю, документы и личные вещи потерпевшего. Расследование уголовного дела, возбужденного в отношении Саида Паразия по признакам преступления, предусмотренного пунктами ВГ части 2 статьи 158 Уголовного кодекса, проводит следственная группа отдела внутренних дел по Гудаутскому району. Решением суда Гудаутского района вышеназванный гражданин помещен под домашний арест. В Общественной палате состоялось расширенное заседание профильной комиссии с участием приглашенных специалистов и представителей застройщика по вопросу строительства объекта «Променад» по улице Когония. Встреча была организована после поступления в палату обращения от организации «Харахакалек». По итогам дискуссии члены Общественной палаты выразили готовность в предоставлении представителям сторон площадки для проведения дальнейших консультаций по данному вопросу. Полномочный представитель МИД Абхазии ФРГ Хибла Амичба выступила с лекцией презентации «Истоки активного долголетия в Абхазии» в Российском доме науки и культуры в Берлине. Слушатели узнали о долгожителях Абхазии, имели возможность увидеть кадры выступления ансамбля «Нарта» и неповторимой природы Абхазии. Хибла Амичба посвятила эту лекцию памяти безвременно ушедшего соотечественника, репатрианта, ветерана Отечественной войны Абхазии, президента Международного фонда АПСН Сонера Гогуа. На 67-м году ушел из жизни мастер спорта СССР, заслуженный тренер Абхазии, старший тренер паралимпийской сборной России по гребле на байдарках и каноэ, руководитель спортотдела Союза инвалидов России Ахиллес Маврофиди. Ахиллес Сократович внес неоценимый вклад в развитие физической культуры и спорта в Республике Абхазия. По его инициативе была создана абхазская команда по мини-футболу, которая была... А в Сухуми на протяжении 11 лет проводится международный турнир по мини-футболу «Кубок Победы среди инвалидов-ампутантов», приуроченный ко Дню Победы в Отечественной войне народа Абхазии. Его жизнь – это пример верности своему делу, ответственности и честности. Уход из жизни такого человека – невосполнимая утрата для спортивной общественности Абхазии, говорится в соболезновании Госкомспорта Республики. Соболезнования семье, родным, близким, коллегам и воспитанникам в связи с кончиной Ахиллеса Маврофиди выразил также Паралимпийский комитет России.
Более 3000 статей обо всех сферах жизни нашей страны. Вышло в свет первое универсальное, иллюстрированное, энциклопедическое издание, посвященное Абхазии. Книга подготовлена научно-исследовательским центром «Абхазская энциклопедия». Главный редактор Василий Авицба. Презентация энциклопедии состоялась в Большом зале Кабинета министров. Подробности в следующем материале. Энциклопедия содержит систематизированный свод сведений обо всех сферах жизни Абхазии – политическом и государственном устройстве, географии, литературе, искусстве, архитектуре и так далее. В энциклопедии также представлены сведения о ряде внешних объектов и процессов. При этом их присутствие на страницах издания обусловлено лишь объемом и ролью, которые они сыграли или играют в историческом, социополитическом и гуманитарном развитии республики. Также имеются некоторые данные об этнически близкородственных и соседних народах и приграничных регионах. Это первая универсальная энциклопедия Абхазии, краткая. Вот. Хочу поблагодарить юридический центр Санкт-Петербурга, который возглавляет Ирина Доменя, потому что издание получилось качественное. Особо хочу отметить работу корректора. Мы-то думали, когда посылали туда работу, что мы как будто бы все сделали, но оказалось, что там много было еще недостатков. Кстати говоря, мы молодых подключили, и они совершенно неплохо справились. Вот. Наши, которые еще тогда не были кандидатами и так далее, вот мы обратились, подправили, что-то помогли, подсказали, но в целом это тоже хороший опыт на будущее. Общее количество статей достигает более 3000. Исходя из задач издания, биографические сведения являются краткими и несут информацию лишь о главных этапах деятельности словарного персонажа. Статьи, размещенные в книге, носят, как правило, справочный, а не оценочный характер. Энциклопедия рассчитана на широкий круг людей, интересующихся прошлым и настоящим страны. В создание энциклопедии весомый вклад внесли сотрудники биолого-географического факультета АГУ. Конечно, огромную работу в представлении географических названий было сделано Нурией Валерьевичем Багапш. Им подготовлено 202 статьи общим объемом 16 печатных листов. Тематика статей – это населенные пункты Абхазии и абазинские аулы, современные исторические административно-территориальные единицы Абхазии, население Абхазии, народы Абхазии, государства-соседи, государства, признавшие независимость Абхазии и ряд других статей. Майей Джамаловной Кайтанова подготовлено 111 статей. Тематика статей – орографические объекты Абхазии. Ингой Васильевной Таней подготовлено 64 статьи. Тематика статей – это водные объекты Абхазии, Черное море, климат, особо охраняемые природные территории, географические общества, природные ресурсы, географический центр Абхазии. Очень было много сложностей при написании порученных нам статей, и поэтому мы очень сильно старались. Я хочу поблагодарить Центр за такое издание, и что это издание будет полезным не только всем, и ученикам, и школьникам, и всем гражданам нашей республики. Тираж издания составляет 2000 экземпляров. Редколлегия выражает благодарность Кабинету министров, а также Фонду Первого президента за предоставление помещения для работы Центра «Абхазская энциклопедия». Сария Кварцхеле, Рамо Камке, Абхазское телевидение. 21 апреля в Абхазской государственной филармонии состоится концерт солистов филармонии Альдон Ицкова и Алхаса Ферсба. Партия фортепиано Станда Джикерба. Музыканты подготовили особую весеннюю программу, состоящую из известных и любимых меломанами оперных арий и романсов. Начало концерта в 18 часов. Аромат сухумских кофеин покорил российских кофеманов. Сухум вошел в топ-10 городов с самым вкусным кофе. Пресс-служба российского сервиса бронирования жилья для отдыха Твил.ру опубликовала результаты опроса, проведенного в соцсетях. На первом месте оказался Санкт-Петербург, на втором – Сочи, на третьем – Краснодар. За Сухум высказались 13% подписчиков. Кофе здесь пьют черный, крепкий, в маленькой чашке почти нет сахара. Самая известная кофейня «Брехаловка» на Сухумской набережной. Здесь, говорят, не пил кофе в Брехаловке, не был в Абхазии, отмечается в сообщении Твил.ру. И в завершении выпуска о погоде.
По сообщению Гидромедцентра, в четверг, 20 апреля, на территории Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, дождь, гроза. Температура воздуха ночью плюс 10-15, днем 11-16. Температура морской воды плюс 11. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго и до встречи в эфире.